На хорошего зятя лает собака тестя. Ну-ка, расшифруйте. Ну подумайте, Кто-то планирует построить школу в Абхазии за 4 миллиарда. с удовольствием отдала бы ребенка в такую удовольствием. школу. Очень часто российско-абхазские отношения – это предмет политических спекуляций. Ты последователь Владислава Ардзинба. Твой дед герой войны. Ты не можешь быть хуже, ты не имеешь И права. мне кажется, вы были строгой учительницей. Я хочу обратиться к родителям выпускников этого года. А себя какой видите? Успешной пенсионеркой. Мы очень рады видеть вас у нас в гостях. И вообще, и зрителям хочу сказать, что спустя несколько лет мы наконец вот созрели и приняли решение возобновить проект «Хара». И нам очень приятно, что вы наш первый герой, наш первый гость. Большое вам за это спасибо. Спасибо большое, очень приятно. И я хочу повспоминать период вашей жизни, когда вы были учителем. Вообще, почему вы приняли это решение? Как так случилось в жизни, что вы захотели стать учителем? Так сложилось в моей жизни, что я не хотела быть учителем, не собиралась быть учителем. Мы проходили практику в Сухумской 4-й школе, когда я была на 4-м курсе. Как это часто бывает, в школе всегда не хватает педагогов, всегда мы испытывали дефицит кадров. И меня попросили взять несколько классов временно. Слово «временно» человека так особо не обязывает. Еще в студенческие времена, еще это в период практики и с таким устойчивым пониманием будущего своего, что это точно не будет связано со школой. Может быть, это такое четкое уверенность и понимание своего будущего, что это точно будет не школа, у меня было еще и потому, что у меня мама педагог. И все, что связано с педагогической деятельностью, со сложностями педагогической работы, мне это было очень хорошо знакомо на примере мамы. В этот период моей работы, практики в 4-й школе так получилось, что как-то неожиданно на мой урок пришла директор школы Евелина Ливановна Тужба. Я, учитель без плана, на урок не должен приходить. То, что я сейчас скажу, это не должно быть примером для молодых учителей. Но в тот день я была без плана. И ко мне на урок пришел руководитель. Я урок провела, как сегодня помню, это была тема «Титаны эпохи Возрождения». После урока я поднялась в кабинет к директору, понимая, что это будут аргументированные замечания со стороны руководителя. Я к этому была готова, но я услышала из уст Евелины Ливановны, что другого жизненного пути у меня быть не должно. Вот впервые в жизни, вот в беседе с этим руководителем, с этим педагогом, я задумалась о том, что, может быть, действительно это мой путь. Прошло какое-то время, когда это уже несколько лет работы в школе, как-то она мне напомнила про этот день и про свои слова. Я вот и помню, ответила, не знаю, благодарить вас или как к этому относиться, но именно в беседе с ней в этом кабинете, я думаю, что родилась вот эта мысль, что, наверное, вот этот путь в жизни мой педагогический. Ну вот сейчас уже время прошло. Вы как думаете, благодарить или нет? Благодарить. Не пожалели о том, что выбрали именно этот путь? Я не то, что не пожалела, я понимаю, что лучшее из всего, что вот я делаю в жизни, это была моя педагогическая профессия. Это больше всего в моей жизни мне удовольствие приносило именно работать с детьми, проводить уроки, принимать экзамены, потому что именно на экзамене я получала эту обратную реакцию. Тот импульс, который я жду всегда от детей,
это приносит неимоверное удовольствие каждому педагогу, который любит свой предмет. Ну вот вы знаете эту профессию изнутри. Сейчас очень часто говорят о том, что образ учителя не такой, как был раньше. И, в принципе, дети по-другому говорят, что относятся к учителям. Как вы считаете, сегодня вот для Абхазии образ учителя, он какой? Насколько он важен? Насколько он в почете? Он в почете был и остается, но отношение к учителю, оно поменялось. Оно действительно поменялось в тот момент, когда мы позволили, наверное, себе обсуждать степень компетентности педагога со своими детьми, либо в присутствии своих детей. А в тот момент, когда мы позволили себе в присутствии класса отчитывать учителя, мне кажется, что вот все сложности, которые были связаны с послевоенным периодом, они отразились на нашей жизни тоже. Это мир капитализма все-таки, когда у человека появляется капитал, он начинает считать, что он разбирается во всем. Мы довели ситуацию до того, что в присутствии учащихся детей, собственных детей, мы обширно начали обсуждать степень образованности педагога, его компетентности, вплоть до того, как он исправляет тетради, какой объем домашних заданий он задает. Я здесь хочу отметить, что это не в защиту педагогов. Возможно, есть ошибки педагогические тоже, но учитывая значимость профессии педагога, мы должны понимать, что роняя, опуская этот статус педагога, мы подрываем будущее страны. Школьники очень важная часть нашего общества. В принципе, это без вот пафоса, понятно, оно так звучит, но это правда будущее любой страны. Вот какой сегодня абхазский школьник? Не имею в виду национальность в целом, Да. ученик абхазской школы, вот, абхазских школ, школ в Абхазии, если быть точнее. Очень хорошие. У нас очень хорошие дети. У нас очень хорошая молодежь. У нас замечательные дети. Я вообще не помню таких проблем серьезных с нашими детьми. Нам не хватает правильного примера в воспитании наших детей. Поэтому, когда они вырастают, мы сталкиваемся с определенными сложностями человеческими. А дети замечательные. Дети очень хорошие у нас. Просто нужно им дать правильный пример показать. О нужных ценностях с детьми нужно говорить. Мало того, что говорить, они потом все то, что мы им говорим, в подтверждение они должны находить дома, в классе, в стране, в обществе, в целом везде. Так идеально, конечно, не бывает, но когда мы максимально сможем приблизить то, о чем мы говорим, и то, как мы живем, тогда это станет правильным примером для наших детей. А вы по школе скучаете? Очень. Ну, рассматриваете, допустим, Конечно. когда-нибудь в будущем вернуться в школу? Конечно. А вы преподавали какой предмет? Я преподавала историю Абхазии, историю России, общество знаний. Это мой предмет. Конечно, я не могу не поднять вопрос абхазского языка. Я знаю, что все над этим ломают голову. Это правда проблема, о которой говорят все. И она, правда, не безразлична. Я это вижу уже на протяжении многих лет своей журналистской деятельности. Вот о чем вы думаете в этом направлении? Наверняка вы думаете. Как это исправить, что нам сделать, чтобы наши дети заговорили на абхазском языке, ну, может, не на вашем уровне, допустим, а на каком-нибудь, ну, хотя бы просто разговорном. Необходимость знания государственного языка, она для всех очевидна сегодня, мне кажется, да? И в этой части методические подходы к изучению абхазского языка в школах с неабхазским языком обучения – это тоже отдельная проблема. Будем двигаться в этом направлении. Мне кажется, единую линейку нам нужно выстроить
дошкольное образовательное учреждение, начальное звено и далее. Мы же испытывали серьезные большие проблемы и в части обеспечения необходимым дидактическим материалом дошкольное образовательное учреждение, так и школьное общеобразовательное учреждение. Большим достижением считаю Министерство просвещения. Несколько лет назад была начата работа над программой для дошкольных образовательных учреждений. Коротко объясню, что любой воспитатель, который приходит в садик, в детский садик, у него должна быть на руках четкая программа, что зачем идет, какие у него задачи, какие цели обозначены, какие задачи нужно выполнить для достижения этой цели, какие темы он должен донести на каждом занятии, какую цель он должен выполнить, какие темы, какие цели. Такая единая программа утверждена коллегией Министерства просвещения, и сегодня в детских садах этой программой пользуются. Дальше эту программу надо обогащать. К этой программе, каждой теме мы подготовили наглядные пособия, настенные наглядные пособия «Говорящие стены» для лучшего восприятия учащимися. Дальше нам необходимо, в детских садах ведутся занятия по музыке. Мы сейчас до конца мая месяца текущего года запланировали завершить, утвердить и рекомендовать для дошкольных образовательных учреждений набор абхазских песен. Эти песни также подобраны по программе, по тематике, которую они проходят. Тему объяснили, увидели, сами поработали дети, спели на абхазском языке по теме. Также, в детских садах предусмотрены игры. Игры тоже под абхазскую музыку со словами. Дальше эту работу мы планируем усилить небольшими рассказами. Также они будут, сборник рассказов, рекомендованных для дошкольных учреждений Министерством просвещения, будут подготовлены. Тематические рассказы, разбитые по программе. Вот для освоения этих рассказов, учитывая то, что большую часть детей, которых мы принимаем, это не говорящие дети, использовать аудиосуфлирование. Дальше школа. Школа должна стать по линейке следующим этапом, бесшовным этапом. Подготовительные классы. Нам необходимы подготовительные классы. В детских садах после 6 лет дети заканчивают детский сад. Не все родители отправляют их сразу в школу. Это и не рекомендовано ранее 7 лет. В этот период он должен проходить подготовку к школе. У нас из-за дефицита мест в дошкольное образовательное учреждение такие подготовительные группы открывать в садиках пока очень сложно. Нам не хватает мест в дошкольных учреждениях. Уже в самой школе, но адаптация учебников – это тоже большая проблема. Да, эту проблему нужно решать, да, адаптировать нужно под современного ученика. Так мы в этом году подготовили учебник абхазскую речь для 2 класса. Правда, для апробации мы в 2 школы представили этот учебник. В конце текущего учебного года мы получим результаты, рекомендации. Это не 10-я школа, случайно, одна из Это школ? подведомственное Министерство просвещения 1-я школа, Сухумская, и Гагарская 1-я школа. На конец учебного года ждем. Но этот учебник намного проще, легче его осваивать. И для нас очень важно сейчас от учителей и практиков получить эти рекомендации. В разработке данного учебника принимали участие учителя, которые работают в школе, непосредственно знают о существующих проблемах. Параллельно идет работа рабочей группы. Готовится учебник для 3-го класса, также адаптированный. Ну и далее. Конечно, нам не хватает человеческих ресурсов, людей нам не хватает, которые будут заниматься всеми этими вопросами. Понятно, что о школе мы с вами можем говорить очень долго.
Я вот завершаю вот этот блок про школу. Я не знаю, есть такая информация или нет, но пока мы с вами разговаривали, мне стало жутко интересно. У нас среди школьников больше хорошистов и отличников или деток, которые учатся на тройке и ниже? Конечно, мне хотелось бы, чтобы количество отличников, хорошистов по стране было больше. Но в то же время педагогика — это такая вещь, здесь вот в одностороннем порядке к этому, конечно, нельзя подходить, потому что мы имеем дело с человеком, с живой материей. Здесь главная личность. Не всегда нужно ориентировать, мне кажется, даже вообще не нужно ориентировать На человека оценки. на оценки, конечно. Самая главная задача педагога — это найти его «я», его успешность и обратить его внимание на это. Вот главная задача педагога. Никакой уравниловки вот в педагогике под какие-то стандарты, они вообще не должны быть никогда. И я часто вспоминаю это из своей педагогической практики, но вот в старших классах, в 10-х, в 11-х классах мы же спрашиваем детей: ты кем хочешь стать, ты кем себя видишь в будущем, чем ты будешь полезен стране. Ну и в основном так дети отвечают, кто-то архитектором хотел быть, другой хотел быть бизнесменом. Но в основном все ориентированы на те специальности, где можно заработать денег. Ну, ценности сегодняшние таковы, к сожалению, да. И я помню, один из моих учеников с натяжкой, средней успеваемостью, встал и говорит: ну, я, говорит, не знаю, чем я могу быть полезен. Ну, не знаю, говорит, ну, если надо будет, я возьму оружие и пойду воевать. Мгм. Это так меня тронуло. Вот они, наши дети, вот здесь они вот такие все, вы понимаете, они на этом воспитаны, вот они. И нет, конечно, нужно стремиться к знаниям, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы быть успешным. Для этого нужны человеку знания. Это оружие. Это самое главное оружие человека, это его знания. Но при этом человеческие качества и внутренние ценности человека, это очень важно, что педагог раскрывал. К сожалению, мы много упускаем. Правда, упускаем в суете, в педагогической нагрузке, в большом количестве детей. Мы кого-то иногда не замечаем, и так его 11 лет проходят в школе. Это очень обидно, конечно, признавать иногда. Ну, это, конечно, подход Кстати, к вот по вопросу поводу справедливости. оценок, на этом фоне же у нас тоже возникает непонимание между родителями и Ну, на учителями. этом и возникает в На первую этом очередь, в первую наверное. очередь и возникает. Здесь очень сложно тоже, конечно, это очень долго об этом говорить, но нельзя среди ученического коллектива формировать чувство несправедливости. Они потом к этому привыкают. Ну, не тянешь ты, не заслуживаешь, ну не тянешь ты на эту пятерку. Понимание того, что помогут, позвонят, подключат, попросят. И в жизни дальше тоже так. Ну, мне кажется, вы были строгой учительницей, если честно. Мне Вас тоже так так не кажется. забалуешь, наверное, на уроке. Там на задней партии не поболтаешь. Если, во-первых, там, где нет дисциплины, Саид, никогда не будет результата. Это однозначно, об этом нужно. Никогда нельзя об этом забывать. Дисциплина в первую очередь. Учитель должен быть на своем месте, ученик должен быть на своем месте. Но это не значит, что между вами должна быть непреодолимая пропасть. Нужно эти границы чувствовать, когда можно приблизить, а когда он не должен забывать все-таки, что он ученик, а ты его педагог. Но и это понимание классическое, педагог все знает, и он правый ученик, это тоже это не педагогика, кстати, это не педагогика. Нашими учителями являются наши дети, наши ученики, потому что именно они нам эту задачу ставят. Каждое поколение, оно разное, под них надо подстраиваться. Мы иногда, не думая об этом, так оно есть. Они учат нас, как нужно им преподносить этот материал.
Это очень важно. И надо чувствовать детей. Без этого не получится. Я помню, как я в Сухумской 4-й школе в одном классе, это, по-моему, был 7-й или 8-й класс, все настойчиво требовала от ребенка там материал параграфа, а он все не может вспомнить, а я все пытаюсь его пристыдить, что это нельзя не знать, это стыдно не знать. И он мне называет имена именитых футболистов, которых я не запомню, говорит, а вот вы про них знаете? Вот. Ну вот он, этот интерес. А это же тоже важно, знать знаменитых футболистов, на которых равняется молодежь, с которой ты сейчас работаешь. Надо о них тоже знать. То есть вот видите, как широко учитель должен быть. Ну, вас до слез доводили вот так, чтобы прям вот вы приходили домой выплакаться, что как надоели эти дети, как надоела эта Никогда. школа. Нет. До такого состояния взрослые могут довести. Дети нет. Дети нет. Я уже говорил, что мы долго останавливаемся на школе, но это, правда, интересная тема. Говоря о школе, немного с другого ракурса зайду. Последнее время в Абхазии очень активно обсуждают статью Семена Пегова, в которой, не буду вдаваться в подробности, я думаю, все ее читали, в которой он говорит о том, что была некая встреча, и кто-то из профильных специалистов прокомментировал вопрос строительства школы следующим образом. В общем, кто-то планирует построить школу в Абхазии за 4 миллиарда, и вот этот вот профильный специалист говорит, ну, не помню цитату, условно, дайте нам, мы разберемся и сами построим эту школу. Я знаю, что вы этот вопрос уже комментировали, но хотелось бы в менее официальной обстановке вообще поговорить на эту тему. Что это вообще за история, где начало, где конец, и как вы считаете, почему она вообще появилась, эта история? Министерство просвещения в этом вопросе принимало участие. В частности, я как министр принимала участие. Когда встал вопрос возможности строительства школы на территории Абхазии, в частности в городе Сухум, безусловно, нас это заинтересовало. Значит, предлагались образцы разных школ Московской области, и как школа, показывающая лучший, самый высокий результат по успеваемости, была предложена школа имени Примакова. Учитывая нашу высокую заинтересованность, мы посещали эту школу, мы ездили в эту школу. Один из директоров гудаутских школ, это Манана Владимировна Ардзенбас, руководителем учебной части, также посещали эту школу, проходили стажировки, проходили образовательные модули на базе этой школы. Действительно, это школа с двуязычной моделью образования, школа, которая использует традиционные советские инновационные стандарты образования. Школа сегодня на выходе выдает высокий результат. Это очень успешная, результативная школа. Появление подобной школы в Абхазии с наполнением абхазским, то, о чем мы с вами выше говорили, какая наша с вами главная задача, это сохранение государственного языка. Вот модель этой школы, которую нам показали, с учетом нашей воспитательной программы, с абхазским наполнением в должной степени, где будет представлен абхазский язык и литература. То есть ученик этой школы на выходе в равной степени должен владеть государственным языком, русским языком, иностранным – это английский язык. Очевидно для нас, для профильного ведомства, очевидно, что мы заинтересованы, чтобы подобная школа, которая дает такой высокий результат, была в Абхазии. С удовольствием отдал бы ребенка в такую школу. Я бы тоже с удовольствием отдала бы ребенка в такую школу, да.
Я думаю, таких, как мы, очень много будет. Безусловно, у нас много сложностей в образовательной системе. Они связаны со сложным послевоенным периодом. Сколько лет прошло после войны, у нас, к сожалению, по сей день есть образовательные учреждения, которые в тяжелых условиях Если, грубо находятся. говоря, с туалетом на улице. Я помню. Всё А у нас если есть я вам такие, да. скажу, что есть и такая, где он отсутствует вообще? Да, да, да. Это, к сожалению, ни для кого не секрет. Ну вот возвращаясь к теме вот самой статьи. Вот я сейчас как дотошный журналист хочу, чтобы прозвучало, что как бы ни вы, ни когда вы присутствовали при обсуждении вопроса там, проекта этой школы, вот таких высказываний с абхазской стороны не было. Вы Не не было. слышали. Нет. Вам большое спасибо за откровенный ответ. И со своей стороны хочу сказать, что с большим удовольствием. Я думаю, что будет огромная очередь желающих отдать своих детей в такую школу. Желаем вам в этом вопросе большого успеха. Я хочу поговорить, раз мы уже поговорили про строительство, про возможное строительство школы, в целом про взаимодействие по системе образования с российскими коллегами. Очень много стартовало проектов. Да. И наши учителя выезжали в Машук, там обучались. Есть навигатор, есть вот эта система наставничества, я так понимаю, которую внедряют здесь, в Абхазии. В целом, как вы оцениваете это взаимодействие? Чтобы вы со своей стороны дополнили, как работают эти проекты, какие проекты наиболее успешные из вот этого сотрудничества? Очень много успешных проектов вы сами сейчас назвали. Возьмем, к примеру, проект «Навигаторы». «Навигаторы Абхазии» — это институт наставничества. В Российской Федерации он имеет свою модель. Когда российские коллеги начали нам рассказывать, как достаточно успешно в общеобразовательных учреждениях России работает данный проект, мы понимали, что модель отличная, модель нужная, своевременная, и наполнение ее нам необходимо своей тематикой. Честно говоря, очень большая работа была проведена Институтом педагогики и Министерством просвещения для того, чтобы подготовить весь этот методический материал. Весь методический материал, который для работы дан наставникам, он наш. На протяжении первого семестра, вот с сентября месяца, мы занимались подготовкой, во-первых, отбором. Чуть более 60 заявлений было принято, из них только 18 прошли курсы успешно, только 18 рекомендованы для работы в общеобразовательных учреждениях. Как наставники, да? Как наставники. Эта работа очень сложная, не каждый сможет справиться с этими задачами. Наставники — это пилотный проект для нас. Сейчас они прошли образовательный модуль, но этого недостаточно. Они с определенной периодичностью все время будут в состоянии обучения. Они все время должны наращивать свои знания в разных направлениях. Это история Абхазии, это абхазские традиции, это культура Абхазии, это мировые ценности, это вся воспитательная методическая работа. То есть они постоянно должны быть в состоянии обучения. И пока, конечно, сложно, наверное, говорить о результатах, мы пока не беремся говорить о результатах, но я вам хочу сказать, что вот в моих заметках личных этот проект, он номер один. Я очень на них рассчитываю. Я очень на них рассчитываю, я много раз с ними встречалась, разговаривала, пытаюсь передать и чувствую, что они это принимают, степень важности той работы, которую они сегодня проводят в школе. Ну, это как завуч будет в школе, или это просто человек, Это которому педагог-наставник. ребенок к нему может обратиться с любой проблемой? С любой. Ну, есть такие случаи, да? Он как бы не психолог, не... Он не вот психолог. Просто какая его функция в школе? Он находится все время в школе, он доступен для учеников. Определенно по нашей программе сейчас он напрямую
контактирует с учащимися 7 класса. С 7 класса введена данная программа. Мы, безусловно, это должны все расширять, но пока только вот первый этап реализации данного проекта. Но школы у нас отличаются от комплектности, да, вот есть малокомплектные школы. В тех школах, где малое количество детей, наставник, конечно, охватывает больше, чем 7 класс, он может охватывать и 8, и 9, может и всю школу охватывать, но в больших школах это вот определены именно 7 классы. О чем он говорит? Он может говорить даже о тех проблемах, с которыми к нему приходят эти дети. У наших наставников есть подготовленные педагогические кейсы, которые основаны на реальных жизненных ситуациях. И самое главное, помочь здесь ребенку правильно выйти из этой ситуации с учетом особенностей абхазского общества, с учетом особенностей менталитета. Общегосударственные ценности формировать нам надо. Мы немножечко расплываемся вот в этом плане. Единая общегосударственная идентичность. Абхазия многонациональная страна. Об этом никогда нельзя забывать. Нас объединяет единое государство. Общегосударственные ценности нужно вкладывать и передавать нашим детям. Ну вот, получается, наши партнеры, наши друзья Российской Федерации, они вот как раз озадачились этим вопросом, и в итоге есть указ 809, где вот прописано 17 ценностей. Почему бы не использовать, например, такой опыт? И, в принципе, честно говоря, изучая, знаете, ценности, смело, вообще легко можно сказать, что они очень нам подходят. Это традиционные Да. ценности. Обратите внимание на то, что ничего нового. Да-да. Это те ценности, на которые опирались в системе образования в советское время. Ничего не поменялось. Просто мы со временем приходим к тому, что все хорошее – это забытое старое. Просто в новой форме, в новой оболочке, немножечко необходимо, естественно, подогнать под сегодняшние реалии в подаче, а все остальное – это все традиционные наши классические ценности. А модели, о которой вы сказали, наши коллеги нам предлагают ту модель, которая апробирована в российских общеобразовательных школах. Помимо классических педагогических подходов, методических разработок, само содержание, уже в эту модель мы вкладываем свою тематику. Ну, понятно, все нужно адаптировать, естественно, но если так задуматься, это такой фундаментальный ориентир для любого общества. Ты школьник, ты учитель, ты кинематографист, ты там пишешь книги, неважно. Ты, в принципе, понимаешь, в какой форме ты это можешь сделать и на что тебе ориентироваться, там, что-то создавая, там, в том числе и воспитывая. Есть ли у нас в стране планы такие прописать? А даже, может быть, вот уже очень много лет об этом говорят, зафиксировать основные понятия, может быть, абсурд. Очень надеюсь на то, что в рамках реализации этого проекта этот проект должен стать своеобразной лабораторией, где будет рождаться еще что-то новое и полезное. Мы, работая вместе с наставниками, пришли к тому, что мы должны придумать, дать, выбрать, обозначить 100 постулатов, как должен вести себя абхаз. 100 правил абхаза. Так пусть оно и называется. А почему нельзя зафиксировать апсора? То есть, в принципе, все в Абхазии понимают, что существует некий апсора, кодекс вот оно чести. Это и есть. Почему нельзя его назвать апсора? В основе нашей программы лежит как раз-таки апсора. Что такое апсора? Это кодекс чести абхазов, это морально-этические нормы абхазов, это наша традиция, это наша история, это то, что делает абхаза абхазом. Вот это все и лежит в основе концепции воспитательной работы. А вы верите, что это возможно реализовать? Вот, например, что я имею в виду? Мы прекрасно понимаем, что в зависимости от региона в Абхазии, западная, восточная, чуть ли не семья в одном сообществе, каждый воспринимает апсора как вот, в принципе, как ему, наверное, органично. В том числе и интеллигенция, внутри интеллигенции разные вообще абсолютно представления, как это должно быть. Там и
и научное какое-то сообщество. То есть вот как прийти вот к этому консенсусу и сделать вот эти 100 правил, которые, вот, допустим, мы с вами все, вот даже сидящие в этой комнате, не начали спорить по этому поводу. Споры будут всегда, Саид. Этого бояться не нужно. В части формирования концепции она была сформирована как раз с участием представителей Академии наук, АБНИ, представителей абхазской интеллигенции, научного мира. Мы привлекали спикеров для работы с наставниками, и наши ученые читали им лекции. Дальше, что касается восприятия со стороны семьи и так далее. Мне кажется, наоборот, мы чувствуем запрос со стороны семьи. Наши молодые в основном семьи в силу разных исторических обстоятельств многое упустили вот в части такого традиционного воспитания, не увидели, то есть не воспитан в этом духе, упустил, но ты где-то на уровне подсознания понимаешь, что это, наверное, должно быть иначе, но в своем доме, в своей семье ты это как пример не увидел, как ты его передашь ребенку. Поэтому запрос на необходимость, он есть. И если эта работа будет результативная, а себя в это не верила бы, я не взялась бы за это, и столько времени мы не уделяли бы нашим наставникам, в которых мы верим, хотя, конечно, их очень мало пока, всего 18. Когда их работа даст результат, когда ребенок будет приходить домой и говорить об этом, но в самом начале я сказала, все, что мы говорим, мы должны это видеть в жизни, мы должны это закреплять на практике. То, что им будут говорить в школе наставники, они должны видеть в своей семье, они должны это видеть как пример в своем отце, в своей матери. А если здесь будет противоречие, то будет сложновато. Но противоречие будет тоже, мы это тоже понимаем. И тем не менее, мы должны больше об этом говорить. Мы должны больше примеров таких им приводить. Мир разнообразный. Привлекательности очень много вокруг нас, вокруг наших детей. А мы должны концентрировать их внимание на своем, на своей истории. Ты уже родился в этой стране, ты не выбирал. Ты носитель этой культуры. Ты должен дальше транслировать ее. Эту ответственность ты не выбирал. Она к тебе пришла с момента твоего рождения. Ты продолжатель истории того народа. Ты не можешь быть хуже, ты не имеешь права. Ты последователь Владислава Ардзинба. Твой дед герой войны. Я убеждена в том, что мы о таких вещах больше с детьми должны говорить. Я ни в коем случае не говорю о том, что те или иные педагоги меньше говорят или в семье. В семье мы не успеваем. В семье все работают. В семье с детьми меньше видятся сейчас. Сейчас минимизированы беседы родителей с детьми, к сожалению. Сегодня, если раньше люди воспитывались, традиционное абхазское застолье – это же целая школа, это же целый институт. Когда абхазы в доме принимали гостей, и бывало, что одни и те же истории рассказывались за этими столами, но это рассказывалось не потому, что кто-то забыл эту историю, а для того, чтобы тот, кто слушает, воспитывался на этой истории. Это же какой важный институт был. Мы же это все утратили. Да, сегодня таких конечно. же застолий не бывает. Также мы гостей не принимаем. И обратите внимание на то, когда гость приходит в дом, все представители семьи должны выйти, поздороваться. Мы сегодня сталкиваемся с тем, что дети могут и не выйти из комнаты со своим телефоном. Дальше он будет сидеть в комнате, несмотря на то, что в доме гость. Так, вот ваш ответ сразу у меня вызвал несколько вопросов. Так. Ну, во-первых, надо быть честным со своим зрителем, который нас смотрит. Я вот пока вы отвечали, крутил, вертел в своей голове вот просто вот эти постулаты, Да. каким должен быть абхаз. Да. Больше 10 Не пришло в голову? не насчитал. Да даже 10, наверное, не насчитал.
Да, знаете, может быть, вы Назовите, вот- себе так представили постулаты, я поэтому- а это могут быть простые. Да. Вот я сейчас вам даже вот Вот я и постараюсь хочу сказать, пример. назовите 5. 5, давайте меньше. Так. Не, ну, допустим, надо вставать, когда заходит Хорошо, старший. ну это вот Один. понятные всем, да? Мгм. Отец и сын вместе на плакание не заходят у абхазов. Да. Соблюдается? Не Нет. все знают, правильно? Но когда мы вот ходим на возложение, я вот стараюсь брать своего сына, вот он ходит не со мной. Он вот Мгм. там несколько лет назад вот мне подсказали, вот это знаю. А так нет, я думаю, в массе... На хорошего зятя лает собака тестя. Ну-ка, расшифруйте. Ну подумайте, в абхазском обществе Так, каждый... я должен понять, я хороший зять, подождите. В абхазском обществе каждый должен быть на своем месте. Дистанция, она была всегда. И в этой дистанции в этом заложен секрет здоровых взаимоотношений. В дистанции. Почему невестка не разговаривает со свекром? Дистанция всегда сохраняет Вы теплоту. считаете, это надо все сохранить? Я считаю, это нужно сохранить. Это нужно вернуть. Хотела закончить Да, мысль. простите. Дистанция сохраняет теплоту взаимоотношений и уважительное отношение между людьми. Как расшифровывается? Зять должен сохранять дистанцию между семьей своей супруги, и как член семьи он не должен так часто появляться в доме, настолько часто, чтобы собака уже его знала. То есть на его появление собака должна реагировать как на человека, который не так часто приходит в На этот чужого. дом. Да, вот что вот сейчас мне в голову пришло, Ну, не из это очень избитых. интересно. Давайте очень еще. Вот это интересно. правда Вот просто интересно. обратите внимание на то, если вот сейчас в фиксирую школе всё. в 10 классе написать этот постулат и его разобрать, они же это запомнят. Ну, это очень интересно. Я же Это говорю, очень вот, я интересно. не в 10 классе, но мне вот тоже интересно. Но вот мы назвали 2. Да. Давайте еще попробуем, потому что я думаю, что и людям будет интересно. В части взаимоотношения родителей и детей, Мгм. так же как отец ребенка на руки в присутствии родителей не берет, сын в присутствии отца не бреется. Вот вроде бы это часть жизни нашей была когда-то. Сегодня к таким вещам, от того, что вот все-таки мы это, какое-то поколение не увидело это как пример в своем доме и не может воспринимать как часть нашей культуры. Да? Ну вот, честно говоря, я думаю, что некоторые из этих важных, правда, для нашей культуры моментов, они, может быть, устарели, и Может они, быть. может быть, не актуальны. Вот В условиях нашей жизни, безусловно, есть определенные обстоятельства, где нужно делать исключения. То есть сейчас я примерами могу привести это в квартирных условиях проживания. Там разные ситуации бывают. То есть здесь не говорится о том, что без исключения нужно следовать вот такому Мгм, постулату, да? В зависимости от жизненных обстоятельств. Но для чего нам это нужно знать? Знать, безусловно, Безусловно, да. нужно. И применять нужно там, где это применимо. Мгм. Но в абхазском широком понятии есть же не только свекор, с которым, допустим, ты живешь там в одном доме, в Да, много квартире. старших. Есть много старших, есть его старшие братья, которые могут жить в деревне, есть у него отец, это уже дед, например, который живет в деревне. Но здесь же действительно нет необходимости разговаривать с ним. Здесь же можно применить элементы этой традиции. То есть от нее уходить нельзя. Почему я считаю, что важно об этом говорить, чтобы и расшифровывать, для чего вообще это было? Это же целый институт, это культура, многовековая культура. Ну вот современный мир, он в любом случае, наверное, Ну, требует конечно. какого-то другого восприятия. Сейчас... Если мы не будем принимать каких-то трансформаций, мы должны реально понимать, что трансформации будут. Ну, в вашей семье так? В моей семье... Какой-то у меня был упрек в вопросе. Я никакую Да. такую интонацию не имел в виду. Я просто вот... В моей Удается семье... ли вам соблюдать это? В моей вот эти- семье, в которой я воспитывалась, да, так оно и было. У меня
отец достаточно взрослый человек, ему уже 86-й год идет. И он придерживается таких очень-очень строгих абхазских традиций. И дедушка наш в деревне, в селе Чендара, в нашем доме это чтилось всегда. Наше детство все прошло там. Это ежедневные гости, это застолье, это вот эти все застольные истории, поучительные. Вот в такой атмосфере я, можно сказать, выросла. В моей семье сейчас, конечно, мы многое упускаем. Еще и в силу того, что мы живем в городе, в силу того, что мы многое хотим упростить, наверное, но в какие-то фундаментальные вещи мы не упускаем, мы стараемся им придерживаться. Это воспитательный элемент. Но без этого мы потеряем свое этническое лицо. Да, безусловно, это правда сложный вопрос, но очень хочется, чтобы вот это все вышло. Очень хочется. Даже в рамках нашей беседы понятно, что это вызывает большой интерес, и в принципе это вызывает много вопросов, и пусть и вызывает, чем больше вопросов, тем больше это Пусть уйдет в вызывает. массы. Мы Было бы здесь здорово, вопросов не конечно. боимся. Да, было бы здорово. Наоборот, пусть эти вопросы будут, и этот проект, он должен жить. У меня прям очень большие надежды на этот проект. И еще раз повторюсь, на наставников, у них глаза горят. Самое главное, чтобы этот огонек не погас, чтобы мы его поддерживали. А у них все получится. Они донесут. А есть какие-то проекты совместно с Россией, возможно, не совместно с Россией, о которых пока еще никто не знает, вы их храните в секрете, но здесь вы готовы нам о них рассказать? Много проектов мы реализовываем совместных. На самом деле очень много возможностей появляются для наших детей. Я с большой гордостью хочу сказать, что наши дети нас нигде не подвели. Мы проводили олимпиаду. Образовательный центр «Сириус» проводил олимпиаду по биологии. Это была очень серьезная олимпиада, очень сложная олимпиада. 98 детей из Абхазии принимали участие, 26 из них стали победителями. Это очень высокий результат. Какие Это очень умнички, высокий да. результат. Я прям не нарадуюсь, я горжусь нашими детьми, я горжусь учителями, которых подготовили. Я как-то говорила об этом, еще раз отмечаю, это возраст 8-9 класса. Мы же говорим о проблеме репетиторства тоже. Имеет место быть такая проблема в системе образования Абхазии из-за несовершенства самой системы. Но это те классы, где не распространено в такой степени репетиторство. То есть это говорит о том, что это все-таки учитель. Среди них есть дети из сельских школ. Это очень радует. Вот такие возможности получают наши дети. Вот эти 26 детей проходили образовательный модуль в лучших лабораториях образовательного центра «Сириус». Они 2 недели находились там и проходили эти модули. Президент среди поручений, которые были даны ведомством, одно из поручений, которое получило Министерство просвещения, это разработать программу «Сельский учитель». На наш взгляд, это очень актуально в условиях такого острого дефицита педагогических кадров, хотя мы дефицит испытываем и в городе тоже, но тем не менее и год текущий объявлен годом села, соответственно, целесообразно в этом году и в последующем, безусловно, создать все условия для того, чтобы люди оставались в селе. Мы не заинтересованы в закрытии сельских малокомплектных школ, мы заинтересованы в их развитии. Поэтому мы готовим программу «Сельский учитель». Предварительно у нас уже были переговоры с профильными ведомствами. У нас реализовывается в стране государственная целевая программа «Жилище». И в рамках реализации этой программы мы будем предлагать президенту рассмотреть возможность включения в эту целевую программу сельского учителя для предоставления сельским учителям возможности строительства либо приобретения жилья тем, кто жилья по месту работы, то есть в селе. Рассматривать возможности оказывать государственную финансовую поддержку для улучшения жилищных условий
сельских учителей. Вы знаете, что введена льгота за оплату электроэнергии для сельских учителей. Мы планируем в текущем году открыть портал, на котором, куда будут подаваться заявки со стороны сельских учителей на различные гранты, которые будут объявлены Министерством просвещения. Мы будем объявлять конкурс «Учитель года» среди сельских учителей по разным номинациям. Я думаю, что такие проекты будут раскрывать и для нас в том числе тот потенциал, который для нас пока может быть невидимый. Это возможность для некоторых сельских учителей раскрыть свои возможности, свой потенциал и быть более полезными, более успешными. Мне кажется, это очень важный социальный проект, который мы планируем осуществить. А у нас есть в стране учителя, которые из города живут в городе, переезжают в села или ездят в села? Да, есть Это такие герои, тоже. конечно. Есть такие тоже. В рамках нашего взаимодействия, вот буквально недавно наши дети вернулись из Псковской области. Я сама была там. Я очень была впечатлена Пушкинской долиной, местами, где когда-то время проводил Александр Сергеевич Пушкин. Наше детство, наша школьная жизнь, нас воспитывали на классике русской литературы. И соприкоснуться с историческими местами, с теми местами, где проводил ссылку Александр Сергеевич Пушкин, это очень интересно. Это мотивирует на изучение произведений русской литературы. Наши дети ездили, посетили достопримечательности как города Пскова, так и самой области. Ежегодно здесь проводятся пушкинские фестивали, где мы планируем принимать участие. Наши дети там будут принимать участие. Мы приглашаем наших коллег. Также группа детей из Пскова приезжали в Абхазию. Мы для них подготовили экологический образовательный модуль. Абхазия, мне кажется, это самое идеальное место на всем земном шаре, где можно проводить подобные образовательные программы. Да? Они, конечно, были впечатлены на базе наших заповедников. И эту тему экологических образовательных программ мы дальше будем применять в рамках нашего взаимодействия с российскими коллегами. Понятно, что проектов много, проектов, реализуемых совместно с Россией. Так сложилось, что очень часто российско-абхазские отношения – это предмет политических спекуляций. В том числе и эта же школа, о которой мы с вами говорили, и ряд других проектов. И вот такая главная, наверное, манипуляция – это то, что это все нас поглощает нашу культуру, нас как этнос и так далее. Вот вы уже больше года, если я не ошибаюсь, получается, вот внутри вот этого взаимодействия. Как вы прокомментируете? Есть такие риски или на самом деле это все, как я уже сказал выше, просто политические манипуляции, спекуляции, все эти проекты безопасны с точки зрения сохранения нашей самобытности? Прокомментируйте, Абсолютно пожалуйста. откровенно я вам скажу, что в рамках нашего взаимодействия, в части моего общения, моих коллег с абхазской стороны, общения с российскими коллегами, и в вопросе проекта «Навигатор», и в вопросе посещения тех или иных образовательных программ, как с участием детей, так и с участием учителей, я нигде не столкнулась с тем, что кто-то нам навязывал бы определенные установленные стандарты. Наше понимание того, что апробированные модели успешные, которые нам предлагаются, но есть ряд моделей, которые неприменимы для Абхазии, но это мы понимаем, и, соответственно, сразу определяем, что применимо для нашей страны. Общее взаимное понимание того, что если наполнение не будет абхазским, оно не будет иметь смысла. В части его применения здесь вопросов либо непонимания на своем уровне я нигде не встретила.
Ну, любые проекты, они в любом случае требуют адаптации под общество, в котором Любые это проекты так требуют в самой адаптации. России безграничная, которая огромная, то Конечно, есть регионы разные, они тоже требуют, каждый регион, своей адаптации. Как бы это понятно, конечно, да. безусловно. Более того, наши те же самые наставники, они проходили образовательные курсы в Артеке, они принимали участие в форуме молодых воспитателей в городе Москва. Нам интересно их мнение тоже. И вы можете каждого из них пригласить и спросить. Ни в одной части не было такого чувства, что в той форме модель, которая демонстрируется как успешная, предлагается Абхазии. Успешность данной модели, если в частности об этом проекте говорить, она заключается в ее наполнении. И в этой части наши российские коллеги как раз-таки просят нас как можно больше дать своего. Но, как вы правильно заметили выше, есть классические ценности, которые едины для всего человечества на Земле. Они для нас, конечно, едины. Есть определенные педагогические ценности, которые тоже едины для всего педагогического сообщества. В целом и общество можно понять. Общество, которое прошло такой сложный исторический путь, оно в любом случае со страхом относится ко многим вещам, которые предлагаются, которые адаптируются. Но мне кажется, вы произнесли главные вещи, что нет навязывания, и Нет. это одно, и плюс всегда любой проект, он адаптируется. Я абсолютно с вами согласна в той части, что мы имеем право испытывать такие страхи. Учитывая сложный исторический путь, который абхазский народ прошел, между прочим, достойно, мы имеем право испытывать такие страхи, такие чувства. Но мне кажется все-таки, что в этой части, в своей внутренней части, мы где-то и не дорабатываем. В тех вопросах, где нам точно никто не мешает. Мы где-то не дорабатываем. Ну, это уже вопрос, Да. условно, внутри себе Да, каждого. Внутри себя совершенно мы верно. должны его и Да. задавать. Я все время возвращаюсь к школе, потому что я периодически вспоминаю, как возмущаются многие родители. Мне просто интересно проговорить. Вот еще в прошлой весной выпускники, в первую очередь их родители, и очень много об этом писали в сетях. Очень дорого все обходится, надо дарить подарки учителям, нужно покупать что-то там еще, что-то еще. Вот нет мысли о том, чтобы все стандартизировать. Я прокомментирую с большим удовольствием, даже вот с обращением к родителям. Я столкнулась с тем, что вот один из родителей, такой настоящий искренний абхаз, родитель, пришел к министру с откровенным разговором. К вам? Да, Угу. ко мне. Что у него просто физически уже денег нет. Таких очень много, Да. конечно, конечно. Это был крик души человека, если честно. Он прям называет: я дал 30, сказали, еще 30 надо. Вот когда мне позвонила жена, говорит, и сказала, еще 30 надо, я, говорит, пришел к вам. Потому что я больше не знаю, куда мне идти и как мне с этим быть. Звучало очень страшно, неприятно, жутко, стыдно, обидно. Я не знаю вообще, сколько чувств я испытала от искренности этого человека и естественное понимание. Я живу в реальном обществе, я знаю, с какими проблемами сталкиваются наши семьи. Речь шла о конкретной школе. Я прямо в его присутствии, мы же все друг друга знаем, я нашла быстро родителей, которые учатся в этой школе. Я нашла среди этих родителей таких, с которыми я могу поговорить прямо в его присутствии, на громкой связи. Я связалась с одной родительницей из этого класса. Вообще без объяснения, не вдаваясь в подробности. Я просто ей задавала вопросы, даже не отвечая на ее вопросы, с чем это связано, просто задавая вопросы с требованием прямо сейчас ответить на эти вопросы. На что собираются деньги? Родительским комитетом, а это 3 или 4 параллели, каждый комитет, значит, принимает решение, 75 тысяч они заплатили фотографу. 80 тысяч они заплатили видеографу.
Помимо всего этого, квадрокоптер – это отдельная плата, 180 тысяч они совместно заплатили хореографу, приглашенному для того, чтобы поставить выпускной танец. Это слышит отец, который этих подробностей не знает. Во всех этих собраниях принимает участие супруга, как я поняла. Мы до чего дошли? Наши дети всего лишь закончили школу. Всего лишь. Я не одобряю, не поддерживаю позицию руководства школы, которая позволяет, отдает вот эти рычаги управления родителям. Здесь в какой-то части, когда родители берут на себя ответственность оформления школы, школьного двора, друзья мои, это всего лишь школа. Здесь нет необходимости приглашать дорогостоящих дизайнеров, которые за 200, за 100 тысяч оформляют школьный двор. Наши дети всего лишь закончили школу. Здесь удобная позиция иной раз для школы, которая ничего не делает, этим не занимается. Родители эти все вопросы взяли на себя. А чтобы эти вопросы реализовать, нужны деньги. Ну вот вы понимаете, что... Конечно, у каждого родителя свои финансовые возможности. Свои финансовые возможности. Конечно, даже внутри одного класса. Я крайне возмущена тем, что мы путаем понятия. Школа, последний звонок – это еще часть школьной жизни. Я крайне была возмущена, когда увидела наших выпускниц на школьном звонке. Все выпускницы на выпускной школьной, ну не на выпускной бал, чтобы вы понимали, а на последний звонок приходят через салон. Саид, их сопровождают папы, их сопровождают мамы. Им по 17 лет. К чему мы готовим своих детей? Куда мы, как старшие, торопимся? Это не вопрос к школе, это вопрос к родителям. Нам не так долго осталось до окончания учебного года. Я этот вопрос подняла и на совещании с заведующими отделами образования. Я хочу обратиться к родителям выпускников этого года. Не портьте последние звонки, торжественную линейку своим детям. Каждый директор имеет право, руководствуясь уставом школы, дресс-кодом и ученическим видом, не разрешить ребенку встать на линейку. Он имеет полное право это сделать. Я буду на стороне каждого директора, который примет такое решение. Нельзя такие вещи делать. Вот в части вашего вопроса мы, родители, сильно перебарщиваем. В 4 классе мы делаем вечера своим детям выпускные. Мы заказываем в 1 классе фотограф. Я сейчас не против операторов, которые там принимают в этом участие, это заработок, но есть определенные вещи, слушай, когда это можно делать. Обратите внимание, что мы дошли до того, что к каждому выпускнику прикреплены отдельные фотографы, видеографы, мастера и так далее. Это же коллектив, это же ученический коллектив. Но удивление и состояние обратившегося родителя, вы понимаете после услышанного, да? Я ни в коем случае здесь не исключаю. Значит, школа тоже не захотела в какой-то степени ввязываться. Это могло и в конфликт выйти, потому что родители могут сказать, это наши дети, мы так хотим. Но все-таки вот как раз-таки мне кажется, что здесь же какую-то роль может сыграть и Министерство просвещения. Почему вообще я задал этот вопрос? Я помню, в прошлом году мои коллеги-журналисты писали об этом, подсчитывали, звонили своим там знакомым, там где-то выходило 100-150 тысяч. Это большая сумма для любой семьи среднестатистической в Абхазии. И почему я задаю этот вопрос? Я вот помню все эти возмущения, и тогда еще у меня возник вопрос, вот какая-то такая вот строгая рука государство не может вот так погрозить, сказать. Мне вот сложно даже, вот вы это говорите, я думаю параллельно, какие рычаги я могу использовать для того, чтобы обозначить бюджет выпускного платья выпускницы. Ну, понятно, да. Но это ж сложно сделать. Но есть другая сторона.
Есть отдельные... Ну, общий сбор. Ладно, она там пусть что хочет надевает, но есть же какие-то общие сборы. На что направлены эти сборы? Если эти сборы направлены... Вот в результате простой арифметики, вычитая общую сумму, мы пришли к тому, что, значит, около по 60 тысяч общая сумма была собрана с каждого родителя. Примерно 6 или 8 тысяч получилось. Это на цветы каждому учителю, там много учителей, директор школы, Ну, это завуч и понятно, так да, далее. конечно. И вот там какие-то они покупали наборы, внимание, значит, для учителей. А в основной массе это то, что в принципе не нужно. Но не в такой степени, это точно. Ханна Владимировна, вообще, когда мы задумывали, уже можно даже сказать, много лет назад проект «Хара», мы с Георгием, с автором этого проекта, в общем-то, ставили перед собой задачу попробовать познакомиться поближе с нашим героем. Вот, наверное, есть какие-то точки опоры, которые тебе помогают лучше узнать человека, с которым ты беседуешь. И вот у нас есть такая вот группа вопросов, наверное. Они очень часто похожи, но ответы, как правило, всегда колоссально разные. Вообще, такой ключевой момент, наверное, это баланс между работой и семьей. Тем более, когда речь идет о женщине, у вас высокая должность, которая требует огромного количества внимания, у вас семья, у вас дети, которые требуют огромного количества внимания, и еще параллельно куча других, наверняка, обязанностей, надо успеть куда-то сходить и так далее. Что вам дает сил? Как вы балансируете? А может, не балансируете, не знаю, может, вы все отпустили и гори оно огнем. Как вот вы с этим справляетесь? Вы еще в Гагру каждый. То есть из Гагры приезжаете и в Гагру уезжаете. Да. Вам очень грустно стало? Мне очень грустно стало. Вы сказали о неком балансе, но в такой ситуации, как этот баланс, возможно ли сохранить? Что-то в любом случае будет страдать. Ну, вот я просто вот если так откровенно думаю, может быть, кому-то удается сохранить этот баланс, а может быть, кто-то просто говорит, что сохраняет баланс. Вот если так реально, мне кажется, что при таких обстоятельствах, при такой загруженности очень тяжело сохранять баланс, однозначно что-то будет страдать. Ну вот, если я сейчас скажу, что я должное внимание уделяю своим детям, конечно, это неправда. Потому что, вот вы сказали, с Гагры я утром выезжаю в 7:30. Сколько время? 9, меня еще нет дома. Практически так каждый день. Практически так. Я не помню, чтобы я в 6 часов могла уйти с работы. Но это, получается, вы еще приезжаете, еще какие-то бытовые вопросы надо решить, приготовить, поговорить с детьми, спросить, как школа. Не все бытовые вопросы на мне. Мне в этой части очень сильно повезло. Можно сказать, у моих детей есть в доме бабушка, которая заменяет маму и перекрывает все эти обязанности в этой части, конечно. Но если в работе результата, успеха не будет, если у тебя нет стабильности в доме, наверное. Если бы у меня не было бы вот этого чувства спокойствия, я понимаю, что я не додаю детям, как мать, допустим. И это, безусловно, на них отражается. И, конечно, я должна обязательно сказать о том, что это не только сейчас, это и на прошлой моей работе. Я очень много времени проводила на работе. Учителя моих детей, они перекрывают. По возможности они перекрывают ту часть, которую должна я выполнять как родитель. Несколько лет назад, ну, может, год назад, я был на одном из мероприятий, где в прошлом очень успешный человек отвечал на вопросы аудитории. Вот тут его спросили, о чем он жалеет. И он тогда сказал, что вот я жалею очень сильно о том, что я в свое время так был занят работой и не уделил должного внимания своим детям. И меня вот прям мощно кольнуло, потому что последние годы моей жизни это
фактически постоянное присутствие там в какой-то период в Донецке, потом постоянные переезды, перелеты, как бы у меня растет сын, я тоже начал поэтому, я не задумывался, честно вам скажу, раньше никогда, как бы у матерей, наверное, это все по-другому. Я вот с тех пор начал думать и пытаться понять, как вообще это все соориентировать. Ни к чему, естественно, не пришел. Естественно, вся ответственность в большей степени на маме, а вы тут мама. И я вот поэтому и спрашиваю, есть ли вот так, что вот вы едете ночью из Сухума в Гагру, и вот прям, ну вот мучает совесть, что вот вы не Да, успели? да, А конечно. не упрекают дети? Детям Упрекают. нужна мама. Это вот Это всем папа может однозначно. уехать. Это однозначно. Скучают, конечно, мама нужна. Конечно, скучают, конечно, упрекают. Помню времена, когда я была директором школы, старшая тогда вот училась в начальных классах школы, но они же заканчивают чуть раньше, а она круглосуточно была в школе, можно сказать. Ну, практически все время была в школе. Вот сколько я нахожусь в школе, столько и она. И вот эти картины, когда пустой коридор, с того или иного мероприятия я спускаюсь, возвращаюсь в пустой коридор школы, где нет никого, и на диване сидит ребенок 2 класса, там, 3 класса, который ждет мамы, да. Такая картина была достаточно часто. Особенно там подготовка тех или иных мероприятий, которая требовала моего присутствия и в позднее время суток, они были все время в школе, они все время были там. Так не должно быть, наверное, но... Вот вы же вначале меня спросили, хотите ли вы там такого спокойного образа жизни и насколько я к этому готова. Хочу, точно хочу. И я, наверное, я думаю, что я с удовольствием какой-то период жизни вот прям вот в спокойствии с семьей провела бы. Я вот иногда себе думаю, ну ладно, дедушка я буду, который буду проводить время со своими детьми. Есть у меня Нет. такие мысли. У меня таких мыслей нет. Пусть сами со своими детьми проводят время. Ну, мы зафиксировали. Тоже со временем ты понимаешь, что вот просто существование, условно, ты проснулся, позавтракал, пошел, там, денег заработал, пришел и так далее, оно перестает тебе доставлять какое-то наслаждение, удовольствие в жизни. Мне кажется, вот, я не знаю, у всех наверняка по-разному, но ты в какой-то момент начинаешь для себя попытаться понять вообще, в чем твоя миссия вот как личности, как человека. Вот вы когда-нибудь задумывались, вот в чем ваша миссия? Ну, так, прям вот как миссия, не знаю, слишком громко, наверное, сказано, но периодически, наверное, любой человек оглядывается. Я так думаю, что любому человеку это свойственно. Но вот если так оглядываться, конечно, для меня очень большое значение имеет период моего руководства Гагрской первой школы, когда эту школу строили. Вот помню это время, да. Я никогда не забуду, конечно, этот сложный период, сложный во всех отношениях. Это был очень сложный период. Школа была снесена, она строилась с нуля, и там было очень много проблем, с которыми вот где-то нам приходилось и бороться. И это было результативно. Может быть, мы не смогли достичь там всех намеченных, не все поставленные задачи, может быть, были решены, но большая часть из них все-таки успешно была решена. Возвращаясь к работе в администрации Гагрского района, я хочу сказать, что здесь тоже есть что вспомнить, есть о чем сказать. И сейчас эта работа продолжается за этот период. И сейчас, по-моему, это даже единственный пример, когда за счет собственного бюджета мы могли построить садики, мы могли отремонтировать школу, мы могли поднять на 100% заработную плату учителям. Это приятно вспоминать, что ты был соучастником, то есть вот таких хороших социальных событий, да. Ну и сейчас задач очень много задач, а проблем еще больше. У меня завершающие вопросы. Вообще, вот что для вас счастье, что вас делает счастливой?
Как вы, вот, может быть, можете вспомнить вот момент, когда вы испытывали большое счастье, вот один из последних каких-нибудь? Но счастье, по-моему, это такое какое-то всеобъемлющее понятие. Тут нельзя сказать, я испытываю счастье, если у меня все хорошо в семье. Счастье — это и семья, и работа, и страна, и твой народ. Вот это понятие счастья вот должно определять все стороны, мне кажется. В полной мере говорить о том, что я счастливый Только человек, хотел спросить, вы счастливый человек? я счастливый человек. У нас все хорошо. У нас все хорошо в стране. Я уверена, что все будет и дальше хорошо. У меня нет никаких сомнений. Вот когда у кого-то возникают пессимистические чувства, я всегда говорю, человек, который работает в школе, никогда не поддается пессимистическим чувствам, потому что он работает с молодыми людьми. Глядя на них, не бывает пессимистического настроения, потому что вот оно будущее нашей страны. Скажите, какой вы видите Абхазию через 10 лет, через 15 лет? Абхазия дальше будет только развиваться, дальше будет лучше, чем сейчас, потому что наши дети, которых мы воспитываем, они должны быть лучше, чем мы. А себя какой видите через 10-15 лет? И где? Успешной пенсионеркой, которая выполнила миссию и с чистой совестью передала. Не Ханна знаю, Владимировна, Саид, как я вижу себя. я хочу вам сказать большое спасибо, потому что, естественно, я как человек, который готовится к интервью, у меня совершенно разные мысли в голове, я начинаю думать, как это будет, к чему мы с вами придем. И мне очень хотелось, чтобы мы увидели за вот учителем, за заместителем главы администрации, за министром просто человека, который так же, как и мы, здесь родился и вырос. Нельзя давать оценку собственной работе, но мне кажется, у нас получилось. Вам большое спасибо за откровенность, потому что именно ее я вот всю эту беседу чувствовал. Понятно, что вопросов мы можем с вами еще обсуждать долго, Да. но моя совесть мне говорит, что вас пора отпускать в Гагру. И это всего лишь говорит о том, что, наверное, пусть это будет наша первая встреча, но дай Бог вам таких больших свершений, чтобы мы с большим удовольствием еще много раз с вами встретились в рамках интервью. Спасибо большое. Мне тоже было очень комфортно с вами побеседовать. Спасибо вам большое. Спасибо.